Здравствуйте. Время новостей на АТР. Сегодня 30 июня, четверг. Это 854-й день аннексии Крыма. Вчера ушел из жизни известный крымско-татарский литератор Джафер Эмиралиев. Он был членом организации «Маарифчи», автором и редактором многих литературных трудов. Джафер Оджа был одним из инициаторов возвращения крымско-татарской топонимики. Он родился в 1931 году в селе Юкары-Каралес, Залесное Бахчисарайского района. До последних дней жизни он работал над развитием и популяризацией крымско-татарской культуры. В оккупированном Крыму уволят представителей местной власти, которые не выполняют поручения руководства. Глава российского парламента Крыма Владимир Константинов анонсировал волну увольнений чиновников, которые, по его словам, некомпетентны и с ними невозможно работать. Надзор нужен со стороны местных администраций, порастеряли вообще все, всякий элементарный контроль отсутствует, власть на местах вообще отсутствует. В Крыму будут судить 13-летнего парня. Российская прокуратура аннексированного Крыма утвердила обвинительный акт против несовершеннолетнего, разместившего в социальной сети пост. По мнению оккупационной прокуратуры, он направлен на возбуждение ненависти по национальному признаку и содержит нацистскую символику. Парню грозит лишение свободы от 1 до 4 лет. Работники предприятия «Крымские морские порты» под угрозой увольнения. Портовое хозяйство Крыма терпит убытки из-за разрыва экономических связей с Украиной и западных санкций. Грузооборот сократился в разы. После оккупации Крыма правительство Украины официально закрыло морские порты полуострова. Все медицинские и санитарные свидетельства, выданные в Крыму, недействительны в мире. Несмотря на это, по данным экспертов, корабли некоторых стран все же посещают полуостров, но объемы работ крымских портов до и после аннексии несоизмеримы. Проблема только одна, потому что, в принципе, ГУП, когда было создано, то оно сначала начинало свою работу достаточно серьезно, достаточно стабильно. И хотя, в общем-то, по итогам даже такого тяжелого года, как 2014, убытки составляли всего 12 миллионов, сейчас это предприятие, которое стоит на грани банкротства, у которого только за первый квартал этого года уже убытки составляют около 300 миллионов рублей. На пляжах южного берега Крыма невозможно купаться из-за канализации, вытекающей в море. Крымский видеоблогер Сергей Владимирович заснял, как владельцы коттеджных поселков, чтобы не подключаться к центральной городской канализации, сливают нечистоты в море. Приезжие туристы возмущены, говорят, приехали покупаться, а купаться негде. Везде вонь и грязь. Ну просто жуть. Зубная паста течет. Какие-то там бумага какая-то, там мыло какое-то течет. А, шампунь, так вот здесь вот все в шампуне, вся акватория в шампуне вылитая. А кто это сливает? Ну, не знаю, кто-то, наверное, отдыхает вот в этих вот. Чья-то же закрытая территория. Скажите, и часто так по южному берегу? Ну вот второй раз уже мы такое встречаем. Мы были на пляже, как это называется, городской пляж за парком. Там тоже такое мы видели. Пришли сюда в Камень, думали, здесь чистота, а тут то же самое. Никто не реагирует на это? Ну, пограничники были, мы задавали вопросы. Они говорят, все вопросы к хозяевам этого заведения. Ну, просто сам факт, не извините, какашки плывут по воде, ну, как-то вообще смешно. Вы здесь хотели, наверное, остановиться или как? Да, сейчас одеваемся, идем дальше, потому что запах какой-то никудышный. 15 километров пути, чтобы выжить. Жители села Ровное Курманского Красногвардейского района вынуждены ходить по несколько километров, чтобы приобрести необходимые лекарства. Уже несколько лет аптеки в селе нет. В Министерстве здравоохранения оккупированного Крыма уверяют, для решения проблемы нужны усилия местных властей. Говорят, точной информации о том, сколько населенных пунктов Крыма остались без аптек, у ведомства нет. В основном старые люди страдают. В основном не могут выехать. Все в районе. В район. Чуть что в район. Лекарства все в район. Ну нету. У нас уже как убрали год назад, или когда уже, года 3 нету. Старому человеку ехать на специально все делать. Специально ехать, на нужны деньги и все. И... Раньше ведь аптека была у вас. Вот хорошо и было, хоть что-то пойдешь возьмешь, а то вообще ничего. Вот сердцем плохо, надо ехать. Это комплексная проблема. Ее решить один Минздрав никак не может. Понимаете? Самая первая ступень, с которой нужно начинать, это решение местных органов самоуправления, которые выходят с инициативой о предоставлении помещения.
Губернатор оккупированного Севастополя потребовал запретить частушки о его отставке. Сергей Миняйло пожаловался в правоохранительные органы на распространяющийся в интернете ролик, в котором в форме частушек и видеоряда высказывается критика в его адрес и содержится призыв к отставке и привлечению к ответственности. Губернатор посчитал, что этот ролик порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Губернатор, милый наш соколик, почему же мы не знали, что ты алкоголик? Адмирал, дать тебе бы девку, только девку он не может, часто ловит белку. Адмирал, жить ты нам мешаешь, обещаешь много всем, но не выполняешь. Украинские журналисты направили в правительство России обращение с просьбой разрешить крымскому журналисту Николаю Семене уехать из оккупированного Крыма. Национальный союз журналистов предложил присоединиться к просьбе журналистов России, Международной федерации журналистов и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. В апреле сотрудники ФСБ вызвали Николая Семену на допрос. Его обвиняют в экстремизме из-за написанной статьи, в которой якобы содержатся призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. В зоне АТО вновь обострение конфликта. За минувшие сутки пророссийские бандформирования 66 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В нарушение минских договоренностей боевики самопровозглашенных республик используют тяжелое вооружение. Защитники Украины, которые сейчас находятся в зоне конфликта, убеждены, что вместе с ополченцами с нелегитимных республик воюют и профессионалы из России. Атаку ведут из жилых районов, провоцируя украинских военных. В частности, минувшей ночью враг обстрелял Марьинку. Вот одна из точек, из которой вели огонь по нашим ребятам. Заходят с огородов, со дворов. И отсюда, собственно, работают. Можно посмотреть следы от пуль. Как только замечают, сразу перебегают, меняют позиции. Здесь были обнаружены лёжки, заранее подготовленные. На отходы ставят растяжки, монки. Поэтому работають не дилетанти. Це що, автоматна черга? Ні, це щось крупнокаліберне, видно, з кулемета. Десь від тіля прилетіло. Ми чули це. А оце, що посічено, це я, отут я собачок виходив їх кормити. Тут від тіля черга прилетіла, повезло мені. Ви розумієте, мені вже 71 рік. Отут батьки, діди, я, діти мої, внуки. Це Україна. 8 боевиков террористической организации ДНР задержаны украинскими военными под Мариуполем. Они присоединились к террористам, чтобы подзаработать. Им пообещали зарплату в 15 тысяч рублей, но большинство из боевиков ни разу не получали деньги. Задержанные признались в совершении преступлений и ожидают суда. Сейчас продолжаются следственные действия. Сколько вы получали заработную плату за прохождение службы? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Кто знает, что случилось с тем участком, где вы стояли на позиции при отходе? Его артиллерия разбила. Какая артиллерия? Донецкая. Какая артиллерия? Донецкая. Ну, ваша же? Ну, Донецкая артиллерия, да. Ну, 9-й полк, правильно? Вы все в 9-м полку Да. служили? То есть вы поняли, что во время вашего отхода по вам же и насыпали? Что вы можете по этому поводу сказать? Слова глубокое разочарование. Как к вам относятся представители Российской Федерации, которые занимают руководящие посты? Как животные. Ну, уж видите сами, что кинули так на произвол, получается. По заработной плате вас обманывают? Я не получал еще. Украинский десантный корабль «Кировоград» провел стрельбище в Черном море. Видеоотчет об обучении разместил в Фейсбуке журналист Роман Бочкала. Корабль ВМС Украины отработал прицельную стрельбу по мишеням в открытом море. Огонь велся в направлении Крыма.
Рассказы российских СМИ о том, что украинцы массово едут в Крым на отдых, ложь, заявили в Госпогранслужбе Украины. По словам руководителя пресс-службы ведомства Олега Слободяна, информацию о наплыве украинцев стоит расценивать не иначе, как провокацию. А большие очереди объясняются тем, что пограничники со стороны оккупированного Крыма медленно оформляют машины. Статистика річ вперта, а вона говорить зовсім про протилежне. Якщо порівнювати динаміку перетину адмінмежі до тимчасово окупованого Криму в червні цього року і в червні минулого року, то кількість громадян зменшилась фактично на третину, з 240 до 180 тисяч, і фактично майже вдвічі, з 62 до 32 тисяч зменшилась кількість транспортних засобів. Черги якраз створювались між нашим контрольним пунктом в'їзду-виїзду і пунктом в'їзду-виїзду окупантів. Тому, відповідно, оскільки там забито повністю трафік і територію, то, відповідно, ми не можемо оформляти більше транспортних засобів. Крымчанка победила в 10-м юбилейном конкурсе «Мисс Украина Вселенная-2016». 18-летняя Елена Спаденюк говорит, что решилась на участие в конкурсе под влиянием выступления землячки Джамалы. Теперь девушка будет представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная-2016». «Мисс Вселенная» – ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Земля». В Турции два крымско-татарских композитора выпустили музыкальный альбом «Крым Шаркулары» «Crimean Songs». Метин Батура и Мемет Джафаров работали над ним 2 года. Музыканты старались, не нарушив оригинального крымско-татарского звучания, создать новую форму. Главная цель, говорят создатели, защитить музыку, искусство крымских татар. Вырученные от продажи альбома деньги творцы отдадут на образование детей в Крыму. В будущих планах Батура и Джафарова – гала-туры по регионам, где действуют крымско-татарские союзы. На этом все. Смотрите следующий выпуск «Заман» в 21:30 с Муслимом Умеровым. Будьте с нами. До свидания.